Исполняющий обязанности главы города Якутска Дмитрий Садовников совершил плановый объезд территории городского округа. Наряду с проверкой санитарного состояния округов, исполняющий обязанности главы осмотрел место расположения нового кладбища, которое планируется у села Владимировка. Многих горожан волнует, что в скором времени может возникнуть ситуация с нехваткой мест захоронения на ныне действующем Маганском кладбище. Ежегодно в Якутске провожают в мир иной около 1600 усопших. При этом Вилюйское кладбище давно закрыто. Маганский некрополь также приблизился к границам отведенной территории. По словам Дмитрия Садовникова, власти города уже определились с местом расположения нового городского кладбища. Для этого выделен участок бывшего совхоза Хатаский, который уже согласован со всеми земельными и архитектурными службами города. Сейчас ведется работа по изменению статуса участка из земель сельхозназначения в категорию муниципальных земель. Далее Дмитрий Садовников проверил состояние санитарных точек, находящихся по улицам Автодорожной, Красильникова, Соцстерх автодорожного округа. Санитарные точки здесь обслуживает МУП «Жилкомсервис». Мусорные баки предназначены для использования жителями частного сектора. Но к возмущению дачников почти каждый день в общественные точки выгружают мусор, который в больших объемах специально привозят на грузовых машинах из других мест. Директор МУП «Жилкомсервис» Андрей Лебедев утверждает, такая ситуация наблюдается не только в автодорожном округе. МУП «Жилкомсервис» вынуждены ставить трехметровые заборы вдоль трассы, чтобы как-то ограничить доступ к общественным точкам. Дмитрий Садовников потребовал усилить работу административной комиссии в части проведения рейдов и взыскания штрафов с нарушителей. Также исполняющий обязанности главы обратил внимание на стихийно построенные гаражи и дал поручение МУП «Жилкомсервис» и МКУ СГХ по их вывозу. Объезд продолжился в Саесатском округе. По итогам проверки улиц Билибина, Ильминской, Парковой, Сосновой и Чайковского Дмитрий Садовников поручил недавно назначенному руководителю округа Леониду Бестинову ускорить дорожные работы после прошедших дождей и снос заброшенных построек. В центре Якутска строят магазин. При этом начало было похоже на самозахват. Ночью возвели ограждение, выстроили забор. Утром жильцы обнаружили новую застройку. Появление строителей вызвало резкое недовольство жильцов. Буквально там с вечера на ночь глядя завезли материалы, а с утра уже в течение дня все построили. То есть в течение всего вчерашнего дня мы тут с жителями, с соседями пытались выяснить, что же это в конце концов строится. Ну, к сожалению, даже у нас управа Центрального округа сама не знала, что здесь начинается строиться, кто строится и что строит. Вот самое главное, что сегодня мы увидели вдруг неожиданно у какого-то древнего арендатора 2011 года, неожиданным образом оказались все разрешения на строительство, все согласования, разрешения на вырубку деревьев. Вот. Сейчас совместно с жителями подготовили дополнительное обращение в адрес исполняющего обязанности главы города, в адрес прокуратуры города с изложением этих фактов и с просьбой приостановить строительство на момент проверки законности выдачи этих документов, ну и провести в целом проверку на предмет законности строительства этого объекта в центре города. Как выяснилось, тут предполагается очередной двухэтажный магазин. Ну, видимо, их тут нам не хватает. На собрании, где собрались жильцы окрестных домов и представители окружной администрации, звучали предложения о немедленном сносе ограждений. Но представители администрации города предоставили документы на строительство и вроде бы все в порядке. Жильцы считают, что магазин строится на зеленой зоне. Кроме того, строительство будущей точки не предусматривает пути для проезда машин. Жильцов, кроме того, возмущает, что строители уничтожили деревья, которые посажены жителями микрорайона. За вырубку деревьев предприниматель заплатил всего 332 рубля. Постоянно езжу по этой дороге. Сегодня в обед спешил, и там уже образовалась мертвая зона, и я чуть не столкнулась впереди оттуда выходящей машины. Это вот первый инцидент, что этот забор не нужен. Как можно так додуматься вот человеку, да, чтобы здесь построить какой-то еще объект? И так в городе все понастроено всякими магазинами, их очень много. А тут сквер был хороший такой, красивый. Его вот сейчас срубят за 300 рублей, за каких-то вот маленькие. И за всем этим что стоит? Знаете что? Алчность. Обыкновенная человеческая алчность.
Вопрос о необходимости проведения публичных слушаний представитель агентства земельных отношений отменил. При предоставлении земельного участка публичные слушания не проводятся. Они проводятся, когда оформляются градостроительные документы. При этом по генеральному плану столицы магазин в данном участке не предусмотрен. На это ответил главный архитектор города. Генеральный план – это стратегический документ. Все города должны развиваться на основании утвержденных стратегических документов. А просто так по каждому вопросу, если мы начнем вносить изменения в правила землепользования, то действительно такие стратегические документы, как генеральный план, они могут быть просто не реализованы. Я недаром подчеркнула, что у нас есть представление Генеральной прокуратуры Российской Федерации о том, что в правила землепользования городов ни в коем случае не должны вноситься изменения в нарушение генеральных планов. На сегодня временно исполняющий обязанности главы городского округа город Якутск Дмитрий Садовников остановил строительство, хотя формально все законно. Решение исполняющего обязанности мэра Якутска поддержал председатель Якутской городской думы Александр Савинов. Сегодня именно задача местного самоуправления, местных властей – это вовлечь наших жителей в управление своим городом. То есть своими руками облагораживать, благоустроить. И когда есть такая мотивация, такой порыв, мы видим, что город преображается. Жильцы многоквартирных домов написали обращение в прокуратуру и в мэрию города Якутска с просьбой о запрете строительства. Сейчас прокуратура разбирается с законностью выдачи документов. В год новаторства в городе Якутске продолжаются и единые информационные дни. Такой день состоялся в здании Кондракмета Республики Якутии. На встрече с представителями окружной администрации и управления Центрального округа и жителями округа задавались вопросы о отключении электричества, в частности, когда это прекратится и почему иной раз оповещение о подключении не доходит до горожан. Жители высказались об обращении в суд, так как от внезапного отключения горят дорогостоящие бытовые приборы. Заместитель главы мэра города Якутска Любовь Савинова заявила, что постарается довести данный вопрос до руководства Якутскэнерго, и все обращения граждан занесли в протокол. Жителей округа, горожан волновали многие вопросы. Когда проведут газификацию участков для многодетных семей? Почему на детских, как на новых, так и на старых площадках исчезли мусорные урны? И почему в центре столицы и на улицах их так мало? Когда будет проводиться ремонт дорог и благоустройство внутриквартальных территорий? Был задан вопрос по программе «Безопасный город». Заместитель главы города Якутска Любовь Савинова подробно рассказала о программе и отметила, что необходимо участие горожан путем установки камер во дворах и подъездах домов столицы. Муниципальная полиция разрабатывает программу для подключения частных видеокамер для совместного контроля. Единый информационный день ежемесячно проводится с участием представителей окружной администрации города Якутска, структурных подразделений, депутатов Якутской городской думы, членов Общественной палаты города Якутска. Ежегодную акцию «Миллион цветов. Направление цветущий Якутск. Годы новаторства» по сложившейся доброй традиции поддерживают все округа и пригороды, трудовые коллективы, управляющие компании, товарищества собственников жилья, школы и сами горожане. Александр Савинов, председатель Якутской городской думы, совершил объезд по территориям, где в рамках городской акции улицы, площади, общественные пространства, дворы украшены цветниками и ротондами. Во время объезда Александр Савинов побывал во дворе дома номер 1 202 микрорайона. Надежда Баишева, председатель Совета ветеранов Губинского округа, отметила, что жители очень довольны реализацией программы благоустройства. Здорово, что именно сегодня, благодаря жителям, мы город превращаем в определенный цветочный сад. Сегодня вот мы находимся, в сфере у дома ветеранов в 202 микрорайоне. Вот здесь силами самих же жителей высажено более 12 тысяч цветов именно в этом сквере, у этой ротонды. Кстати, вот эта ротонда, она прошла именно по народному бюджету. Вы знаете, что есть у нас еще и такая программа «Народный бюджет», когда поощряются инициативы наших жителей. Всего за эти годы мы 171 социальный проект внедрили по городу. Это только предложения наших жителей на общую сумму более 160 миллионов рублей. Из них более 50 миллионов – это вклад жителей. И это здорово. В отдельных местах внимание уделено качеству посадки, организации системы полива и ухода. Территория управляющей компании «Прометей» относится к таким.
Это территория микрорайонов, где учтены и озеленение, и благоустройство территорий, а также наличие спортивной инфраструктуры, детских площадок, лавочек и малых архитектурных форм. Представители управляющей компании «Прометей» рассказали, что местное население с удовольствием проводит свободное время во дворах своих домов, прогуливается с детьми или занимается спортом. Вот сегодня мы находимся в жилом комплексе «Прометей», и это, наверное, действительно пример того, как можно относиться к своему городу и как нужно строить и облагоустраивать. И в части, значит, и озеленения, и в части, значит, оформления общественных пространств. То есть сегодня те жители, которые живут в этом жилом квартале, имеют в пешей доступности в будущем и школу, и другие социальные объекты. Здесь уже есть аптека, игровые площадки, детские площадки. То есть в одном квартале средоточие всех услуг, которые необходимы жителям. Ну, такой комплексный подход, он должен быть всегда, поквартально. Сегодня, наверное, в первую очередь нужно говорить о 17-м квартале, о наших других окраинах, о Сайсарах и так далее, где именно застройщики должны подходить именно вот с такой хозяйский подход должен быть обязательно. В целом, я хочу сказать, что мы удовлетворены итогами объезда. В этом году тоже большие объекты, это 8 общественных пространств и 4 дворовые территории. В рамках вот национального проекта «Комфортная городская среда» задействованы все уровни бюджета, и федеральный бюджет, и региональный бюджет. Ну а мы в этом году на реализацию комфортной городской среды мы, депутаты, заложили порядка 53 миллионов. На сегодняшний день в Якутске высажено более 1,5 миллиона цветов. Акция «Миллион цветов. Направление цветущий Якутск. Годы новаторства» продолжается. В рамках акции будет проведен конкурс на самые лучшие площадки цветущего Якутска. Прокуратура города Якутска разъясняет. Отдыхая на природе, помните, что большинство лесных пожаров возникает по вине граждан. Соблюдайте простые правила. Не поджигайте сухую траву, не бросайте непотушенные спички и окурки, не оставляйте непогашенные костры, не сжигайте мусор на даче и в лесу. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет административную и уголовную ответственность. Статья 8.32 КоАП РФ. Штраф до 5000 рублей. Статья 261 УК РФ. Лишение свободы до 4 лет.